Наши дни. Город Ялта, Республика Крым. После известных событий в Украине полуостров, как подчеркивают местные жители, воссоединился с Россией. Данная страница в новейшей истории республики активно обсуждается, а некоторыми осуждается во всем мире, зачастую не прислушавшись к голосу самих крымчан. Сформировать объективное представление о ситуации на полуострове была призвана первая международная ассамблея молодых журналистов, которая прошла в этом курортном городке. Символично, что встреча состоялась в Ливадийском дворце. Во время Второй мировой войны в феврале 1945 года в Ливадийском дворце прошла знаменитая Ялтинская, или как ее еще называют, Крымская конференция Большой Тройки, определившая исход войны и послевоенное мироустройство. Вот она, тройка лидеров стран антигитлеровской коалиции: Рузвельт, Сталин, Черчилль. Ну а сегодня в главном белом зале дворца стартовала первая международная ассамблея молодых журналистов. В работе ассамблеи под названием «Зарубежные русские медиа в Крыму» приняло участие около 100 журналистов со всего мира – Азии, Америки, Европы, представляющие различные зарубежные русскоязычные средства массовой информации. Учитывая, что часть эфира абхазского телевидения звучит также на русском языке, для участия в ассамблее была приглашена и наша съемочная группа. Организаторами ассамблеи стали медиаконгресс Содружества журналистов, Россотрудничества совместно с Союзом журналистов России. Открыл встречу председатель Совета медиаконгресса Содружества журналистов, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазаян. Мы собрались здесь, чтобы понять, почему жители Крыма сделали именно такой выбор и проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации, отметил Джазаян. Вместе с тем, в ходе заседания обсуждалась тема, которая называлась «Модификация зарубежных русских медиа и информирование русского мира». Подтверждением существующей проблемы свидетельствовали и выступления журналистов, представляющих Европу. Они все как один отмечали русофобские настроения в странах, где проживают. В странах Балтии, как и в других странах Восточной Европы, стали отключать российские телеканалы и тратить немалые средства на антироссийскую пропаганду. Единственным, кто наблюдает обратное настроение в своей стране, стал представитель Греции. Самое важное, что мы поговорили о том, что как Крым мы можем приютить или дать слово крымчанам на наших медиаплощадках. Это первое. Вторая вещь, которая очень важна, на мой взгляд, это то, что мы попытались поговорить откровенно о том, как модифицировать русские медиа за рубежом. И они требуют этой модификации, и мы знаем, что это происходит. На референдум, состоявшийся 16 марта текущего года, были вынесены два вопроса. Первый – вхождение Крыма в состав России в качестве субъекта федерации. И второй – восстановление Конституции 1992 года при сохранении Крыма в составе Украины. Согласно официальным результатам, 97% жителей Крыма и столько же Севастополя проголосовали за присоединение к России. Проведенный нами небольшой опрос среди местных жителей стал тому подтверждением. Референдум проходил обыкновенно, спокойно, как и все выборы. То есть люди не под дулами автоматом, никто их не заставлял. Самостоятельно пришли на избирательные участки и проголосовали. То есть так, как сами хотели. Причем хочу заметить, что в общем-то, народ стремился с самого утра туда на участке. И, не сказать, что было столпотворение, но народу было очень много. Такую явку я не помню уже давно. У нас перемены такие. Так как я уже на пенсии, то мне прибавили пенсию. Вот это я чувствую. А так сильно больших перемен я не вижу пока, потому что я понимаю, что за такой короткий срок сделать что-то глобально невозможно. О том, что народ Крыма давно мечтал о присоединении к России, на встрече с участниками ассамблеи говорила министр курортов и туризма республики Елена Юрченко. Поверьте, сейчас, хотя нас уже разделяет достаточное количество месяцев от этого события, не только экскурсоводы, которые ведут экскурсию по уникальнейшему, святейшему месту, которое называется 35-я батарея, защитников легендарнейшего города Севастополя, а у всех крымчан и у министра в том числе выступают слезы, когда мы имеем возможность сегодня ощущать это величайшее единение нас всех вместе. Вот это, наверное, дорогие друзья, самое главное, чтобы я хотела, чтобы вы прочувствовали
и поделиться вот этими искренними ощущениями вместе с вами. Основная статья дохода Крыма – это туризм. В этом году число отдыхающих в разы меньше, сетует министр. Причиной этому она называет текущий конфликт на юго-востоке Украины. Ведь именно через эту территорию шел основной поток туристов. Почему? Вы знаете, помимо абсолютно понятных, и я бы повторила, объективных ответов на этот вопрос, который звучит в страшнейшей войне, которая идет сейчас в нашем доме, потому что Украина была и остается нашим общим домом. И, конечно, по причине крайне затруднительной транспортной доставки в Крым, потому что 65% пассажиропотока ранее в Крым шло через железнодорожные пути, благодаря железнодорожному сообщению. Еще одной причиной срыва курортного сезона Юрченко называет работу некоторых журналистов, которые намеренно дезинформируют людей о происходящем в республике. Очень-очень важной является как раз то, что бесчестные, я не назову их журналистами, потому что журналист и человек – это одно и то же, бесчестные люди, журналист, взяли на себя ответственность заявлять в большом информационном пространстве о том, что в Крыму стреляют, что в Крыму беда, что в Крыму война, что в Крыму небезопасно. Конфликт на юго-востоке Украины, а по сути война, продолжается. В Севастополе для беженцев построили специальный лагерь. Этот временный палаточный городок для размещения людей, прибывающих из зоны конфликта, был построен совсем недавно, 1 июля. За несколько недель здесь было установлено 57 палаток, в которых на сегодняшний день проживает около 600 человек. Люди прибывают ежедневно. Лагерь разместили на футбольном поле. Палатками, матрасами, одеялами и всем необходимым обеспечила МЧС России. В лагере организовано питание, есть медицинский пункт. Елена, жительница Донецкой области, признается, что покинуть родной дом согласилась не сразу. Надеялась, что все вот-вот закончится. Там постоянно происходят военные действия, то обстрелы, то еще что-то. Дети не доучились даже целый май месяц. Но слава богу, мы успели. Они здесь еще первые дни, они прятались, боялись, потому что видели только самолет, который просто летит. Они прятались и кричали, нас будут бомбить. Здесь местные дети, которые пособирались, они играют в ополченцев, играют в войну. У детей такие игры, потому что все боятся. Не остаются безучастными и сами жители города-героя. Помогают беженцам кто чем может. Местное население, в основном на вокзал, сюда приносят разу гуманитарную помощь. Чем могут? И одежда, и постельное белье, и питание, продукты, все, что могут. Я скажу, что даже порой очень, просто лестно, что люди вот так отзываются для того, чтобы помочь горю людей, которые незаслуженно истребляются. У входа в лагерь расположены несколько телефонов, по которым беженцы могут позвонить своим родственникам и близким. Рядом расположена доска объявления о трудоустройстве. Многие из размещенных в лагере уже нашли себе работу. Супруг выехал тоже вместе со мной. Он работает здесь на 2 работах, для того, чтобы мы могли как-то здесь сами потом снять жилье, чтобы мы могли начать нормальную жизнь, потому что все осталось там. Этот лагерь временный, поэтому он будет действовать до наступления холодов. Если до августа месяца все не закончится там и будет продолжаться все, потихоньку людей отсюда зимой оставлять здесь людей нельзя. Будем вывозить, правительство наше России вывозить на материк. Для этого есть служба организована, и она формирует вот эти направления, это в Симферополе, звонят по телефону, кто хочет. Там их формируют, допустим, на Ярославскую область, и все эти формируют, когда собирают определенное количество людей, борт, и уже тогда этих людей отправляют туда, где будут люди размещаться.
развиваться. И там же вопрос будет решаться со статусом беженца для них и все остальные вопросы. Маленькая Лиза, как и все беженцы, надеется, что война в ее родном городе скоро закончится, и она вернется домой. Я приехала из Донецка. Я приехала сюда, потому что в Донецке у нас война. У нас на перекрестке, там, где я жила, у нас там теперь война. Я скучаю. Если война закончится, я вернусь. В ходе поездки в Севастополь участники ассамблеи посетили бронебашенную береговую батарею номер 35. Именно здесь летом 1942 года приняли свой последний бой почти 100 тысяч защитников города-героя. Именно здесь, в кают-компании батареи, состоялось последнее объединенное заседание военных советов Севастопольского оборонительного района и Приморской армии, по результатам которого было принято решение об окончании обороны Севастополя и эвакуации командного состава. Сегодня здесь расположен музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя. Услышав историю батареи города, народа, еще больше понимаешь обоснованность выбора жителей Севастополя о воссоединении с Россией. В Крыму проживают и мирно сосуществуют представители различных религий и вероисповеданий. Примером тому является Свято-Успенский монастырь, который расположен вблизи города Бахчисарай, населенный преимущественно крымскими татарами. Снимать внутри монастыря не разрешено, поэтому можем предложить вам только его внешний вид. В ходе культурной программы ассамблеи нас пригласили в дом-музей имени Антона Павловича Чехова. Здесь нас встретила старейший музейный работник Крыма Алла Васильевна Ханила. Дом-музей – единственное место ее работы за весь период трудовой деятельности. Ее на работу брала еще Мария Павловна Чехова. Этот человек проработал, он имеет одну единственную запись в трудовой книжке, еще сделанную рукой Марии Павловны, основательницей именно музея, которая сохранила и пронесла сквозь войну и сохранила наш музей. Вот. Алла Васильевна уже является хранителем после Марии Павловны, вот, и до сих пор помогает нам и сохраняет музей. Переехав из Москвы по состоянию здоровья в конце 1898 года, писатель купил в Ялте участок земли, на котором был разбит сад и построен дом. В доме 9 комнат. На первом этаже столовая, комната жены писателя Ольги Книпер-Чеховой, комнаты для гостей. На втором комната матери, гостиная, рабочий кабинет, спальня писателя. Ранее это был не тихий центр Ялты, как это сейчас принято считать, а это была окраина Ялты, Аутка, где буквально за год был построен, за 9 месяцев, если точнее, был построен дом, который сейчас носит символическое название «Белая дача». Вот, где он прожил достаточно, трудно сказать, достаточно долгий период своей жизни, да, то есть насыщенный период своей жизни. В этом доме Чеховым написаны повесть «Во враге», рассказ «Дама с собачкой», пьесы «Три сестры» и «Вишневый сад». Отредактировано первое полное собрание сочинений. Это был, наверное, одно из самых продуктивных в его жизни, скажем так, его деятельности, да, его жизни. Тут были написаны, наверное, самый ялтинский рассказ, который все ялтинцы очень сильно любят. Это «Дама с собачкой». На набережной даже расположен у нас памятник «Дамы с собачкой». После экскурсии по дому Чехова было организовано чаепитие. И не только. Как сказал секретарь Союза журналистов России Ашот Джазаян, журналисты должны не только увидеть Крым, но и почувствовать его запахи. Здесь самое важное было, чтобы журналисты сами увидели Крым своими глазами. Даже замечательно, что вы почувствовали даже запахи Крыма. В доме Чехова мы сделали чаепитие, и где мы ощутили еще и запахи Крыма. Вот в этом плане, конечно, мне кажется, Международная ассамблея достигла своей основной задачи.
ходе заключительного заседания участники ассамблеи подвели итоги трехдневной работы. Заместитель главного редактора информационного агентства «Регнум» Марина Захарова говорила в своем выступлении о важности интеграции Крыма в российскую действительность. Именно крымские СМИ должны помочь своей республике в реализации этой задачи. Крым, скажем так, благодаря свершившимся событиям, он присутствует не просто в повестке дня российского медиапространства. Это регион, российский регион, который находится в информационном пространстве мировых СМИ. Да? То есть весь мир говорит о Крыме. И важная задача именно крымских СМИ, на мой взгляд, потому что именно крымские и севастопольские СМИ, да, я про Крым как полуостров говорю большой, они находятся внутри. Никто, кроме как они, не смогут донести до аудитории то, что Крыму нужно, чтобы о нем знали. Мы общались с коллегами и приходили к разным выводам. И вот эти выводы мы постарались отобразить вот в этой ялтинской инициативе. И я думаю, что это хорошая история, поскольку помните, когда мы открывали конференцию, я говорил о том, что мы собираемся не против кого-то здесь, а мы собираемся за. Мы собираемся за то, чтобы передать все-таки голос Крыма большему количеству людей, потому что все, что произошло в Крыму, это естественное событие, это естественный выбор большинства жителей Крыма. Итогом завершающего заседания стало принятие Ялтинской инициативы. Мы призываем журналистов России и Украины не использовать СМИ как оружие в информационной войне, не разжигать, а гасить огонь конфликтов. Приглашаем журналистов всех стран мира, которые рассказывают о событиях вокруг Украины, самим побывать в Крыму, как это сделали мы. Только так можно понять исторический выбор народов Крыма, оценить происходящее на полуострове, который вновь стал частью России. Союз журналистов Крыма и Севастополя вас в этом поддержит, в приглашении. Мы обращаемся к Россотрудничеству с предложением поддержать инициативу медиаконгресса Содружества журналистов и сделать встречи зарубежных русских СМИ в Крыму регулярными. Постоянной площадкой для обмена мнениями будет способствовать объективному освещению событий. Мы заявляем, русские СМИ за рубежом – неотъемлемая часть русского мира и важная составляющая общемирового информационного пространства. Наша Ялтинская инициатива – залог взаимопонимания и доверия между людьми, народами и странами. Республика Крым, Ялта, Ливадийский дворец, 17 июля 2014 года. Обращение к коллегам было принято единогласно. Тогда аплодисменты можно по существенному? Вот тогда принимаем. А в конце нашего дневника хотелось бы остановиться на самом городе, который приютил ассамблею на 3 дня. Ялта приняла нас прекрасной погодой, общением с интересными людьми. Город по праву считается столицей курортов Крыма.
Как и во многих других курортных городах, одним из самых популярных мест в Ялте является городская набережная. На всем ее протяжении по одну сторону расположены магазины, кафе, рестораны, гостиницы, ну и, конечно же, сувенирные лавки. По другую сторону расположен городской пляж. Днем здесь достаточно многолюдно, но активная фаза бульварных действий начинается ближе к вечеру.